собирал более 20 лет. Собирал материалы в Крыму, и в Санкт-Петербурге в архивах, в музеях, в Москве. Списывался с иммигрантами Крымского конного полка, офицерами в Европе, непосредственно в Париже. Некоторые материалы мне приходили. Вот, соответственно, в Крымском нашем архиве много материалов собрал. Вот. Но кое-какие материалы вот вошли также по воспоминания предков офицеров и нижних чинов Крымского конного полка. Вы знаете, я сам крымчанин, у меня много друзей крымских татар, хороших верных товарищей. Вот. Ну и сам я в прошлом военный, вот, а на пенсии все-таки решил более так углубленно изучать военную историю Крыма. И тут всплыла вот такая вот тема интересная. Ну вот, вдохновленный своими товарищами крымскими татарами, я вот начал интересоваться этой. Результат — книжка. Достаточно грозное оружие. Да, вот были даже такие факты в период Первой мировой войны, что некоторые всадники по несколько человек смогли насадить, проткнуть одной пикой. Прежде всего, иллюстрационный ряд мы хотим, вот как в книге он выложен, в общем-то, основные моменты дать оттуда. Также, если нам помогут, мы бы хотели получить оригинальные вещи, предметы из российских музеев. Мундиры, включая мундир императора Николая II, головные уборы, ну, все, что вот можно было материально предоставить, нам бы хотелось. Ну и ряд вот картин, рисунков, приказных чертежей, все вот это вот дать бы.